вегетарианская, молочная пища, как бы она ставится во главе. Поэтому пенки, шомок, творог, где мы, естественно, раньше заготавливали заранее, с осени, с лета. Все это хранилось. Но на сегодняшний день в силу своих возможностей мы это делаем подношения. И нужно сказать, что Савалонгады — это Новый год, белый месяц и день рождения. Все три в одном. На прошлых, на первом, да? На первой лекции мы как раз об этом говорили, что раньше вот справлять день рождения каждый отдельно, это было не принято. Потому что именно в Савалган каждый считал себя на год старше. Это, если рассматривать более, скажем, тайную версию всего этого, получится, что люди себя подстраховывали от встреч с вестниками смерти. Что вестники смерти ходят среди нас в виде людей или в виде любых знакомых нам существ. Они присматриваются к нам. И кого же можно забрать. Поэтому вот справление юбилеев, дней рождения считается как бы, что против себя это делается. А когда все люди одновременно справляют свой день рождения, там уже выбирать будет очень сложно. Итак, в России по числу выходных, по числу праздников, да, впереди планеты всей, еще плюс дни рождения там, коллег, сослуживцев, там, друзей, родственников, одноклассников, там 360 дней в году не хватит, да, чтобы просто жить и работать. Ну, Далай-Лама, это же не его же стремление, не его желание. Он человек скажем, который зависим от нас. Он общественный деятель. Публичный человек. Поэтому, когда очень много народу хочет отпраздновать его день рождения, отказать ему просто будет напросто сложно. Это я могу отказаться. Ему сложно. Таван Хадак Хашингат в какой очередности нужно ставить? А цвет? Мне медикер шарнен голдовый хвага. Уху саган шары улан ноғанға дейк қуа. Уху саган шары ноған улан. Уху саган улан шары ноған. улан шары ноған. Ой. Шары улан ноған. Шарнен голдовый. Синий, Шары белый, улан қойыр зіргілгі ете желтый, красный, зеленый. бар. Бұл юнуд бақылда. Анен тұқытны бұлалдан бағыл байдық. Мандыл бұқын баға орын өтек.
Тавын дайыны бұрқыда бағам домда барфу. Егерден ордана екел, ордана ламнары енді байын қоды қарадылы ядығында. Мұндары тиемі екелға ой, алду ғыжқылқыда бағылып қой. Просто дань традиции. У тех монахов, лам, которые прошли вот те тяжелые годы, которые поднимали Галгинский доцент, у них вот на алтаре вот так. Синий, белый, желтый, синий, красный и зеленый. Такой порядок идет. Большой ошибки нет, если поставить по-другому. Почему? Потому что если рассматривать мандалы, да, цвета мандалы, то смотря откуда начинаешь счет и какое направление вот будет тебе ближе, там же тоже все относительно нас же самих. Что задумал? А чашки вот эти старые, мы каждый раз новые покупаем же в Хандатах, да? А уж нужен, конечно. Впервые слышу такое. Она же наверное начинает. Выносите сюда? Сюда можно, да? Конечно, доцент давай. Вы сохне, ну короче, а шаша, баяша. Удивлен качество. Состав металла. Но на самом деле самыми ценными считаются древние, Да? которые уже потертые. А, да? Там, да, на самом деле так. Чем потертый, тем лучше. Конечно. Если я пришел, ну, скажем, в вашу семью, да, я подойду к алтарю, буду смотреть. Если Она потертая, скажем, я могу Если там вот старинные тамкавы, да, старинные тамка, старинная работа, и это потрескавшееся или что-то, у меня сразу будет впечатление, вот эта семья имеет глубокие традиции. А если все будет, скажем, новые, недавно привезенные из Индии, там, или напечатанные в нашем новопринте, все говорят, ну, молодцы, но оказывается связь у них прерывалась. У нас фильм каждое утро надо это. Не обязательно. Обычно, ну, с детства я помню, что когда покупают продукты, самые первые части я беру и бегу к алтарю, меняю их, чтобы те, скажем, ингредиенты, которые мы преподнесли ранее, чтобы они не смогли испортиться, не успели испортиться. Вовремя съесть. Ну, это была моя скажем, добровольная обязанность, и сладкого мне доставалось больше, чем другим. В каком месте дома лучше По теме Ну, напротив двери. обустроить алтарь. напротив двери. Напротив двери. А в какой спальне, гостиной или на кухне? Желательно в гостиной. Почему? Потому что спальня это уже тайное место. Куда, ну, скажем, непрошенный гость, скажем, ну, не слишком хороший знакомый уже туда не зайдет уже. Для того, чтобы зайти в спальню, нужно быть очень близким человеком. Поэтому, например, если я пришел к вам домой, да, я буду в двойственном положении. Я должен в первую очередь пройти к алтарю, а алтарь у вас в таком месте. Поэтому, В самом доступном месте. ну, в открытом месте сейчас же по ГПУ у нас
не стращает. Нормально. Пока не стращает. А Вообще желательно, да, чтобы интернет он смотрел. Желательно, чтобы... Нет, тема шла, как обустроить алтарь. Вы можете все вот, от начала до конца вот рассказать? Ну, ваши вопросы. Он же сказал, Ну, что вот туда поставить, как внутри обустроить, или разницы нету? Ну, я думаю, разницы нет. Ну, люди заказывают, скажем, алтари. Есть мастера, которые этим занимаются. Многие привозят с Улан-Батора. Очень красиво, дешево. Ну, надо просто везти. Ну, это зависит от вас самих. Просто можно шкаф. Подношения, которые вы шкаф. ставите, которые мы ставим, получается, перед изображением, да, надо делать? Да. Ну, там, обить какой-то тканью или что-то, это уже на ваш вкус. Закрытый должен быть или открытый? можно на стенке. Ну, обычно закрывается в обычное время, да, но в праздники мы их открываем, чтобы там можно было предварительно все почистить, можно что-то обновить и так далее. А ничего, что одну полку, стенку вот уделили? Можно. А некоторые говорят, что не надо над головой что-то было. Нет, если у вас наверху еще соседи живут, живем нормально. А правда, что желательно, чтобы алтарь смотрел на север? На север. Северо-запад. Обычно, если традиционно взять юрту, да, тоже только одно верхнее окно, да, плавно. И дверь обычно располагалась на юге. Почему? Потому что солнце идет, летом можно дверь открыть, это дополнительное освещение, это и так далее, да? Поэтому дверь располагалась на юге, самым почетным местом считалось напротив двери. Это получается север. Когда заходишь в дверь, да, слева, то есть западная сторона, это, как сказать, это пространство мужчин. Восточная сторона — это было пространство женщин, женская сторона. Поэтому, ну, скажем, ты заходишь, инструменты там, в мужской стороне там седла, упряжь и так далее, и так далее. То, что использует мужчина. А посуда и так далее, вот то, что использует как бы женщина, она располагалась в восточной стороне. И, естественно, гости, когда приходили, они тоже рассаживались по такому же образу. И вот место напротив двери считалось самым почетным. А на сегодняшний день, когда мы все попадаем в мегаполис, где покупаешь квартиры, строитель не может все двери направить на юг. Поэтому это напротив двери. Напротив какой двери? Входной? Входной или двери. вот- А если напротив входной двери не получается место детства? Ну, да, Например, просто смотрите, вот это ж в гостиной. В гостиной это надо ориентироваться на две гостиные, да? Да. Гостиная открывается, и там напротив должна быть, да? Ну, не обязательно, просто чтобы была на видном месте. Мгм. И еще скажите, пожалуйста, вот, там подношение, когда мы делаем, потом выливаем воду, да, слева направо. Каждое утро меняем, и вечером как бы выливаем, Да. и меняем, куда эту воду потом можно. Ну, обычно поливаем цветы. Или в чай добавить, да, который, ну вот заваривать. Нет, нельзя? Ну, там тоже спорно. Пыль сядет, еще что-нибудь. Металл какой, чашечка Ну, да, какая. можно на улице выливать, в чистое место. А еще скажите, пожалуйста, расположение бурханов правильно, оно как должно быть? Ну, обычно в центре Будда Готама или Цокшин, собрание там идет. Ветвь Абиды, да? Вот Погмет. От него идут Цибугмет, да? Погмет. А это Будды из Суховади. Рай, который находится в западной стороне. Поэтому обычно на запад.
от него как бы, уже производные от Абиды, от Аюши, да, идут Арьявола и так далее. Дараха можно вот так. Но в то же время можно женские ипостаси, Дарахануды можно и это, на восточную сторону. А нет такого, да, что вот женская белая тара, зеленая тара, там вот с этой стороны были, а вот там, ну вот. Ну, таких, скажем, строгих канонов нет. А строгости какие точно нужно соблюсти? Самокритика. А? Самокритика. А скажите, а вот, например, если комод стоит у низкого уровня глаз, как бы, расположение, обычно я читала, что он должен быть повыше, как бы. Ну, обычно вот наш пупок, да, не ниже вот этого уровня. Ниже пупка. А божества должны быть освященные, да? Да. И где освящают? Определенного холода. Бедек. Раз в году дашним им равных животных. Но там желательно, чтобы вот этот равне, да, освещенность внутри как бы сохранялась. Естественно, они должны быть без трещин, без каких-то сколов. И внутри закладываются, если это статуэтки, внутри закладываются специальные ингредиенты, чтобы вот эту энергетику в себе удерживать. Но, естественно, главное это нашего сознания. А освященные уже продаются? Нет, освященные продавать нельзя. А можно спросить, стеклянная статуэтка зеленой тары, можно ее тоже осветить? Можно? Вы же знаете историю, да? Есть фильм «Ихин Гурум Улюмсак» же, да? «Три слезинки матери». Дышинова. Дышиновой. Это же основано на реальной истории. Молодой монах, ну, монах не молодой человек решил поехать в паломничество в Тибет. Это когда вы? Это 3 года назад. И вот этот молодой человек едет в Тибет, все ему все заказывают и так далее, он все это записывает. Его пожилая мама с плохим зрением заказывает статуэтку Дараха. Он все эти заказы все выполнил, что купить купил, достал все. Заказ матери он забыл. Уже находясь в пути домой, он вспомнил, что старушка мама